15 октября во многих странах мира отмечается Международный день белой трости. В России с этого дня стартует месячник «Белая трость», который длится до 13 ноября, Международного дня слепых. В рамках месячника по всей стране проводятся различные просветительские акции для привлечения внимания общественности к проблемам социальной реабилитации инвалидов и их интеграции в общество. Республиканская библиотека для слепых в рамках месячника акции «Белая трость» провела ряд мероприятий. 15 октября состоялось открытие Всероссийского месячника «Белая трость». Совместно с УГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия была проведена уличная акция «Внимание, слепой пешеход». Целью информирования водителей и пешеходов быть предельно внимательными к людям с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Всем участникам дорожного движения были розданы информационные листки. Также в этот день на сайте библиотеки rbs14.ru был организован онлайн-показ художественного фильма «Керель. Невидимая красота» с тифлокомментированием на якутском языке. С этого дня также начали поступать работы к республиканскому конкурсу чтецов по творчеству Ивана Горного «Егоровские чтения-2021», декламации стихов и рецензии. С 20 октября в читальном зале библиотеки представлена выставка «Незрячие герои художественных произведений». 29 октября на платформе Zoom в рамках республиканского сетевого проекта библиотек «Читаем все Якутия» состоялся онлайн-урок «Незрячие герои». К уроку присоединились Любовь Олисова-Топталана, член Союза писателей Якутии, и молодой артист Мичель Моисеев. С 8 по 11 ноября ежегодный городской конкурс письма и чтения по системе Брайля на русском языке. В этом году конкурс посвящен творчеству Федора Достоевского. 11 ноября республиканский дистанционный конкурс КИТ 2.1 «Компьютер интернет-технологий» в рамках работы клуба «Окно в мир». И сегодня, 12 ноября, закрытие месячника «Белая трость», подведение итогов конкурсов.